Ассаламу алейкум, витаю всех, Аят Машувель. Маша Халдели, Масада. Сегодня 20 июня 2026 года, время 19 часов 10 минут по Брюсселю. Извиняемся за опоздание. Соответственно, в Джахаре 20 часов 10 минут. Сейчас выключу звук. У нас стрим на платформе открытого диалога сегодня, очередной Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 234-я часть у нас сегодняшний 234-й стрим. Я его назвал «Шок. Москва в огне. Следующие удары по России будут еще мощнее». Об этом и многом другом давайте поговорим с Аятом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственным легитимным органом власти Президиум правительства Чеченской Республики. Все остальные самозванцы, еще раз и тысячный раз напоминаю об этом. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные задавайте вопросы, вы можете задавать в ТикТоке, я буду зачитывать Аяту Идигову, либо в YouTube на канале Реалити. У нас стрим идет на двух платформах. И, как обычно, Аят, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Все, кто нас слушает, мы будем стараться говорить о том, что происходит, и отвечать на ваши вопросы. Сегодняшняя ситуация, которую мы видим, она достаточно стабильна. Если брать по прошедшей недели, все время одно и то же вокруг, там то Иран, то Москва, то Украина. И все, никакого продвижения, ни договоров нету, ни переговоров нету. В общем, в Америке идет футбол, там, значит, тоже идут какие-то торнады. Во всем мире напряжение такое жаркое, везде погода очень жаркая. Здесь у нас в Париже до 40, а то и более доходит. Люди от жары здесь не знают, куда деться. В общем, ситуация напряженная, все равно напряженная. И мы ожидаем, что вот то, что вот прошло последние вот несколько дней, Украина ударяет по Москве, ударяет по другим городам. Он по многим городам запускает более 600 дронов, там некоторые ракеты. И это все видно, очевидно, видно. В Москве там, похоже, паника, у народа паника, у людей паника. Ну и там показывают, что они сбили и что-то побили, пока этого особенно нет, но, по крайней мере, вопрос, когда задают людям на улице, там, вот я другие слушал эти передачи, люди очень взволнованы. Волнованные, говорят, пора кончать с этой войной, почему это делается. Раньше был Путин для нас хороший, теперь мы его уже не поддерживаем. Надо хватать, в смысле, хватит, в смысле, войну, надо мир устраивать. Но Путин не готов к этому, потому что он понимает, для него это будет политическая смерть, как минимум. А с другой стороны, он уперто вот толкает своих военных все дальше и дальше захватить Украину. И убеждает их. И что самое интересное, теперь вот что вот рассказывают разные корреспонденты, разные блогеры, показывают прям, как они хватают там в Москве и в других городах, хватает просто людей, просто хватает, сажают, и все, потом, значит, женщины их отбивают, пытаются, нет, не дадут, отбить не дают, там то ли кому-то там деньги дают, что берут. То есть это то, что вот у нас там в оккупированной Чечне происходит, примерно такие методы сейчас стали по России везде применимы. Но, наверное, в основном это будет снова, как вот говорил президент Дуда, что в основном это будут все люди из окраин России, не русские. В основном они пытаются вот столкнуть не русских туда, на эту войну, чтобы они захватили Украину, чтобы там то-то, то-то, то-то развернуться. Вот такая ситуация происходит, показывает много что, значит, обещают европейцы, говорят, вот деньги там обещали, дали какую-то часть,
теперь снова европейцы вновь и вновь собираются, здесь решают. В общем, информация такая, что можно по мелочам что угодно говорить. В целом, Трамп, вот объявили сегодня, Трамп снова, значит, разозлился на Иран и сказал, что будут бомбить, потому что они не выполняют свои задачи. Я уничтожу, мол, Иран, я вас всех разбомблю. Ну и разные интересные такие смешные вещи, которые там Трамп утворяет. Одним словом, ситуация напряженная. Люди чуют не то, что война будет, а чуют, что их будут забирать и будут посылать на убой в Украину. Они, видимо, будут в виде, ну, скажем, тарана этих людей, молодых людей, ну, те, которые по возрасту подходят, они их забирают. Вот такая ситуация. В целом ситуация напряженная по линии, скажем, Балтийских республик. Там тоже, значит, идет такое напряжение. Они ожидают, что они могут там напасть и строить и заборы, и рвы подкатывать таким образом, чтобы, если что, русским могли не пройти. Вот так. То есть ситуация вот такая. Здесь вот где в Европе можно сказать, что ситуация тоже настолько она несколько нестабильна. Все здесь тоже об этой войне думают, говорят. Здесь я уже говорил, там какой-то завод под Леоном есть, и там туда кто-то болт, коктейль Молотова забросил, там людей поймали, что-то делают. А там эти дроны, оказывается, делают, как бы сказали, для украинцев. То есть везде и всюду вот эта вот работа идет, и напряжение идет, и напряжение еще к тому же, здесь напряжение идет еще к тому, как я говорил вам в прошлый раз, здесь, значит, вот этот момент столкновения арабского, мусульманского населения с еврейским, и вот это вот тоже разжигается, тоже вот это вот напряжение идет, и в целом Москва как бы свои щупальца протягивает сюда, в Европе. У них есть здесь спящая агентура, это понятно, и они где-то начинают действовать. Это есть почти по всей Европе. И сейчас вот, если мы вот задумаемся, вот здесь что же происходит. Здесь вот у меня сейчас вышли, были там по улицам или в городе были, тоже там были инциденты, которые, значит, дошли до того, что чуть ли не столкнулись и на каких-то там расовых или национальных там, значит, основах. Тоже вот это, и потом, значит, были и провокаторы. Ну, вот такие вещи здесь случаются. Цены на продукты, на все растут, не сбиваются, хотя и говорят, вот сейчас на бензин все меньше и меньше будет. Нет, на самом деле это не так. Трамп, говорят, тоже вот, говорят о том, что он очень озабочен, боится. И даже вот он поссорился премьер-министр Мелуни за то, что она что-то сказала, или то, что он ее там унизил. Она сказала, не я, не Италия перед вами прогибаться не будет. Вот вообще вот такие вот мелкие вопросы, которые, видимо, они как бы, значит, показывают нам, что к чему-то идет какая-то подготовка. Подготовка может идти к тому, что Путин там обещает, что мы сейчас нанесем вам удары, мы вам покажем, мы вас всех там раздолбаем. В общем, вот такое вот напряжение. С той стороны, значит, уже есть большое волнение. Здесь вот будут у украинцев и ракеты, и будут и дроны. По дронам они уже, как говорится, перешагнули тот барьер, который нету и других стран почти. Многие, в том числе, говорят, и в России наравне или больше. Но дроны этих получше, и они их запускают каждый день. Ну, захвачены эти территории, где-то, куда на подходе к Крыму, там блокируются. Вот такая информация идет. Давай тогда по вопросам займемся, Аслан. Если есть вопросы, давай по вопросам. Вопросы, друзья, задавайте вопросы. Пока вопросы нет, я задам от себя тогда вопросы.
А, так, секунду. А, Маш Войль и всех, друзья, снова приветствую. Алейкум. Вопрос есть, Аят задал вопрос, я его сперва прочитаю, а потом свои задам. Давай. Расскажите о книге «Операция Идигов». Вы исполнили волю наших старших, которые мечтали и думали, что неужели у нас нет грамотного человека, который расскажет. Если за рубежом узнают про депортацию чеченцев и ингушей, то наши мучения закончатся. Так говорили наши старшие, когда оказались в депортации. Расскажите о книге «Операция Индиго», Аят, пожалуйста. Ну, это операция, книга, которая написана итальянцами. Они были, значит, члены транснациональной радикальной партии, члены, значит, Европейского парламента и власти, которые были во власти в самой Италии, там министр иностранных дел, Эмма Бонина и другие. И в том числе этот Оливье Дюпи, который вот недавно умер, который там голодал за нас вот в Европарламенте и говорил о том, что необходимо признать, что геноцид чеченского народа, высылку в 1944 году. Вот вокруг этого идет речь. Я в 2001 году был, значит, на заседании в Женеве, и там мне было предоставлено слово через этих транснациональную партию, которые мне позволили, сказали, что мы вам дадим слово, давайте. Вот я с ними дружил давно уже, через моих других друзей, через знакомых в Англии, и еще там есть у меня друзья, эти были Сенсей Тересава, вот такие вот люди были, которых мы знали. Они по Грозному и по Европе, мы много раз встречались вот через них. Как-то они предоставили мне слово. И когда я приехал туда, в основном, потому что я должен был выступить, была такая договоренность через Ванессу Редграф, которая в Англии живет, вы знаете, такая актриса очень известная в мире. И там, значит, вопрос стоял так, где-то до 8 минут, кажется, 10 не было, было дано слово, и эти итальянцы сказали мне, что вот давайте вот мы напишем текст по вашей республике, по Чеченской республике, так, Ичкерия, а вы это вот зачитаете и все. Я говорю, как вот я зачитаю от вашей партии? Они говорят, да. Я говорю, ну я с этим не согласен, я приехал сюда не для того, чтобы вот, выступать именно только от транснациональной партии. Вместо меня вы могли взять любого чеченца или любую женщину, которая могла бы сказать вот так и так, а зачем мне нужно было с Лондона лететь сюда? Я намеревался, что выступлю от нашей страны, от нашего парламента, народа, чтобы это дошло. Но они были очень недовольны, что это не пройдет. Нет, недовольны были. Мы, нет, и, в общем, настаивали на том, чтобы выступил по их программе. Я тогда счел это неправильным, совершенно неправильным. Приехав туда, от транснациональной партии выступать, это можно, но если бы мне дали бы слово и оттуда, еще другой вопрос. Так я им говорил. Но я не согласился все равно, хотя они там уже были обозленные. Нет, вы должны, мы вам на это и то, все. Ну, я ушел себе в номер, я помню, сказал, нет, я не могу по причине того, что поехал и выступает, значит, не от нас, а что-то не смог это сделать, это неправильно будет. Потом эти люди, которых я вот рассказываю, они, значит, пришли ко мне в номер и сказали, ну давайте мы согласны с одним условием. Каким условием? Вы выступите вначале, значит, от имени Транснациональной партии, как член нашей партии, мы вас, нашу партию принимаем. А потом вторую часть вы можете уже выступить от своей страны, народа и это.
давайте. Да, я согласился с ними, и на заседании я там, значит, высказался вначале от имени, значит, транснациональной партии, но тоже там было все от их транснациональной радикальной партии, было все про нашу республику, я говорил, что это транснациональная партия, вот это все те вопросы. Накануне мне звонил тогда, помню, Масхадов, рассказывал о том, что произошло в селении Гихичу, сколько людей там побывали, мы каждый день там связывались с ним, и потом переводили этот текст на английский, и потом его там для пресс-центра складывали в зале. И вот когда вот мне, значит, дали слово, и я там выступил и сказал о транснациональной партии половина, там чуть больше, а потом я высказался и сказал уже отдельно, там, господин президент, я такой-то, такой-то, значит, представитель Чеченской республики Ичкерия, представитель парламента и нашего народа. И я прибыл сюда для того, чтобы сообщить Высокому собранию о том, что происходит в Чечне. Мы говорили об этом с вами раньше, и теперь говорим, что вот так вот идет, значит, убийство чеченского народа, и разложил вот это все, этот текст есть у нас. И разложил дополнительно, там еще рассказал, что это есть. И когда я там это начал рассказывать, что примечательно, этот ведущий, он меня остановил, ну, то есть прервал, выключил. Потом я ожидал какое-то время, потом снова меня остановили. То есть мне 2 или 3 раза вот не хотели давать мне выступить, но все же мне дали, так сказать, слово, так. И после этого пошел там очень большой вот такой вот, ну, скажем, какие-то разборки. Начали туда-сюда бегать. Русские эти там послы начали бегать. То, что, почему ему слово дали, там объявили. Там давайте соберемся там в каком-то там помещении. Почему, вот, и все такое. Ну и когда было это все сказано, они назвали там меня, что я террорист и бандит, что я, значит, никакой не депутат, и что вот я там с тем-то, с этим быть головорезами. То есть всякую вот то, что они льют, вот эту ложь на всех нас, чеченцев, на тех, на кого они нападают, они это все там раскручивали по большому, как говорится, кругу. И там еще поднялся вопрос такой, он был в чем? Я вот говорил сейчас же, что мы каждый день информацию получал от Масхадова или другие, потом я посылал этот документ тогда моим друзьям там в Англии, особенно Ванесса Редик. Она через своих переводчиков переводила, и утром у меня уже был текст на английском языке. И я вот распечатывал эти тексты, и там вокруг, в этом зале, пресс-зале, там везде вокруг этого пресса лежали на таких стульях, ну, специальное такое место было. Каждая страна там, значит, выкладывала свои, значит, сообщения, что происходит сегодня, допустим, в Чечне, там, или в Албании, или в Америке, ну как, кто там был, все. И вот я там, значит, несколько дней выкладывал вот эти наши вот эти сообщения, а потом они стали пропадать у нас. И я так обратил внимание, что что-то или там меньше стали пропадать, стали, уже несколько раз было пропали. И когда мы там стояли, они вроде мало кто брал эти наши листовки, но брали. И потом через одного знакомого человека, вот, у которых у меня были вот эти японцы, Зинсей Тарасава, мы попросили одного знакомого, чтобы он посмотрел, что происходит с нашими этими, значит, сообщениями, скажем, листовками. На одной стороне читалась информация, на одной стороне всего листа обычного. И когда мы ушли, вроде мы ушли туда, значит, на обед, этот человек, который там следил за этим, он потом пришел и сообщил нам, что, оказывается, как только вы ушли,
российский представитель пришел, все наши листовки забрал. То мы сделали, еще один день делаем, он снова приходит, забирает. Тогда, получается, они блокируют нашу информацию, которая есть и должна разойтись по всему миру. Тогда мы вместе с Тарасавой и его другом Володей, значит, решили делать так, создавать вот эту вот листовку о той ситуации, которая происходит в Чеченской Республике Ичкерия, что там делают русские. И эти мои в желтых вот их один друзья, они начали ходить по самому залу ООН, там, где все представители всех стран. И каждому подходили, так кланялись, и им листовки передавали. И вот я помню тогда, значит, тогда посыпались протесты со стороны Конго, Кубы, там еще других вот стран, которые начали протестовать. Вот нам здесь подходят какие-то журналы дают. Вот что это за журналы, зачем? Это как раз речь шла о наших вот этих сообщениях. А это были вот эти вот люди, кто это говорил, это были те люди, которые голосовали на этом ООН, голосовали, когда стоял вопрос, допустим, по Чеченской Республике, они там голосовали за Россию. Не за нас, а против нас голосовали. Эти были. Тогда, когда и там это запретили, мы уже видим, что нам блокируют. Давайте, вот было предложение такое. Мы получили информацию, взяли вот российские были, вот такая пачка их, где они ложью лили. Мы взяли половину их листовок, да, и на обратной стороне напечатали свои. На одной и на второй принесли. И люди теперь приходят, смотрят, и наши, и их. И это было, ну, раза 2 или 3 было так, мы делали. Потом из этого снова Россия начала устраивать большой скандал, утверждать, что вот такая ситуация, что делать нельзя. И снова мы собрались, и мы вот заявили, что как это вот эти люди вот так приходят, воруют наши листовки, которые мы по праву сюда приглашены, имеем право информацию, которая есть по Чеченской Республике Ичкерия, доводить до основного мира через вас. А эти воруют их. Значит, если мы взяли на обратной стороне свободно это сделали, то это значит только для того, чтобы остальной мир узнал, где же свобода слова. Так мы ставили вопрос. И вот этот вопрос, когда стал, они уже не могли ничего сделать. Но это был недолгий процесс, там неделю где-то я был. И что после этого, значит, Россия специально делала протест против этой транснациональной радикальной партии, утверждает, что это и другие всякие обвинения в адрес этой транснациональной партии выдвигаем. И они передали дело уже в центральный офис в Нью-Йорке. Там нужно было, они на меня написали всякую там, не знаю, клевету. Все только они написали, все передали туда. И я был в этой борьбе вместе с ними связан, с транснациональной партией, с итальянцами. И они, значит, когда ехали туда, они пригласили меня, еще со мной был еще один товарищ, еще один, чтобы мы приехали. Но так как у нас не хватило денег на всех, я один туда полетел в Америку, и там, значит, заранее отдал, вообще-то прислал все подтверждающие документы, что я был избран, что я был председателем парламента первого, что вот так, вот так. Мы не скандалили, мы спокойно все это делали. А они, значит, вот такую вот свою террористические атаки делали информационно против нас. Это российское там вот представительство в Женеве. И там тоже, значит, было все это. Я уже, когда приехал, там ожидал. Я был потом и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в других каких-то там местах был, там встречались с этими, значит, американцами, там наши вопросы поднимали. В конечном итоге там так произошло, что в конечном итоге эти, значит, обвинения в адрес
меня и транснационально-радикальной партии. А транснационально-радикальная партия работу вела очень, ну, эти люди, и я в том числе, что мне можно было, поднял все документы, газеты, где выступал, где был. Там, в общем, все надо было им передать, и все это было передано. В конечном итоге русские не смогли вот это опровергнуть, и в итоге за это дело, как за эту вот ситуацию, которая сложилась, чтобы исключить транснациональную партию, и чтобы нам, чеченцам, не давали слова по слову того, что мы террористы, это дело у России не прошло. И вот эта вся работа, которая тогда велась, с привлечением очень многих международных, как говорится, политиков, государств, почти большинство государств мира были привлечены к этому событию тогда. И когда вот это в итоге получилось, что Россия на общем таком голосовании, общее, значит, Россия проиграла это, и тогда итальянцы, они написали вот эту книгу и назвали ее «Операция Идиго». Ну и моя роль там была только в том, что я говорю, то, что мы защищали свой народ, говорили о том, что есть, нету, значит, тех обвинений, которые на нас здесь, значит, навешивают Москва, и говорили, там вот было у меня, значит, последнее завершающее слово: наш народ гибнет сегодня, не оставьте нас один на один с этой империей, спасите наш народ, от вас зависит много. То есть это обращение было ко всему миру. Вот по этому поводу вышла эта книга. Кстати, она у меня здесь вот сейчас лежит, я его сейчас покажу всем, чтобы увидели. Вот она, эта книга. Видишь, вот она. Вот она. Она вот тогда вышла в свет, и здесь она, значит, была ими написана. Вот вкратце вот вся история, в этой книге написано много о каждом этой встрече, как это было, что было, как велась эта борьба против России, которая так была членом Совета Безопасности. И вывод был такой, что что бы то ни было, если мы будем правильно бороться против любой страны, и даже любая партия и народ может выиграть схватку. Только надо это уметь делать грамотно и делать это настойчиво, и тогда это можно выиграть. Вот такое было заключение, и вот эта ситуация вся, коротко. Мгм. Спасибо, Аят. Аят, а были какие-то результаты международного реакция на ваше заявление, помощь какая-то западная, Но в целом здесь международная? надо сказать, что по этому поводу они там встречались в Москве, там у них отделение было русское, транснациональной партии, там они тоже целую там провели в Сахаровском доме, там, или провели это заседание, потом они приехали сюда, и их члены там, которые были, тоже говорили об этом. То есть где, куда бы я ни поехал, встречались, они все время, меня они стали узнавать, все вот говорить, вот, и мы помним, знаем, вот это в этом плане. А так, чтобы эту работу продолжить и дальше, и мы пытались ее и дальше продолжить, и наша работа, которая продолжалась тогда, в 2001 году это было, насколько я помню, значит, Совет Европы, парламент Ассамблеи Совета Европы, она блокировала, значит, на одну сессию, на полгода, значит, решение, чтобы не голосовала Россия на этих заседаниях. Именно по нашей проблеме. И было решение о том, что мы должны, значит, они должны провести переговоры с нашей стороной. И для этого было принято решение, значит, чтобы вот так вот они встретились и договорились здесь, в этом, в Брюсселе. В Брюсселе там была такая организация, которая, там был представитель бывшего Европейского Союза, Эмерсон такой был.
Мы вели эту работу с ними и готовились провести встречу на уровне, значит, нашей стороны. Наша сторона была, значит, уже обозначена, кто будет в нашей стороне. Со мной, значит, должны были быть Хамзаев Абдулла, который сейчас умер, Алгеш Дойцун, Сейд Хасан Абу Муслимов, да. И потом еще должен был быть Яраги Абдуллаев, это такой наш представитель. Ну, еще один, мы должны были на эту встречу поехать, и на ней должны были присутствовать и другие вот представители разных общественных организаций с России, и тоже были обозначены люди. И эти переговоры должны были состояться, значит, в Брюсселе. И вот когда вот тот момент, что я говорил, что я уехал тогда в Нью-Йорк по поводу вот этого выступления, и я спешил вернуться назад в Брюссель, чтобы не опоздать на эти переговоры. И когда я приехал туда назад, я там встретил только вот этих вот японцев, этих религиозных японцев, так? И этот Сенсей Тарасава там чуть ли не плакал, был настолько возмущен и говорил: смотрите, что они сделали, они это сделали. Что сделали? Стали выяснять. Этот Эмерсон, который был там, который был, вот это все мы проводили, уже все обговорили. Помню, там, значит, были какие-то поддержки были этим переговорам с Швецией и самой этой Бельгии. То есть, ну, как-то оплачивали тех, кто приедет, проведение мероприятий, когда я уже было так. И когда приехал, уже пришел в этот офис, и в этом офисе уже этого Эмерсон пропал. Там сидящие говорят, он куда-то уехал, все. И затем мы поняли, что там это дело сорвалось, кто-то там, значит, за этим делом стоял. Конечно, в первую очередь русские. По этому поводу есть даже письмо, которое тогда было написано этим господином Эмерсоном, в котором он говорит, там излагает ситуацию, что не надо это делать, что он встречался там с некоторыми другими представителями, и все такое. Это письмо было, значит, там были наши, вот эти так называемые наши, не наши, которые здесь были, они за нашей спиной, из наших людей, они за нашей спиной говорили о том, что эти переговоры не надо вести на Западе, надо вести эти переговоры с каждым отрядом в Чечении, с каждым батальоном, и только так, а вести на этом уровне не надо. И эти люди были так из нашей национальности, сейчас не буду их называть здесь, так, и за спиной нашей, когда мы вернулись, поэтому они пропали. И после этого мы с вами знаем, тогда, значит, на Зране прошла встреча. Туда тогда приехали депутаты Немцов, еще другой со стороны, значит, Москвы. С нашей стороны какие-то там были тоже деятели, депутаты, видимо, те, которые там были, так? И эта встреча, которая там состоялась, еще Путин там на них, значит, делал какие-то недовольные, значит, заявления и говорили, что дело в чем было. Было в том, что почему они перенесли вот это все. Дело было в том, что вот эта вся операция, хотя Путин там и делал вид, проведение переговоров на международном уровне в Брюсселе была сорвана именно российской стороной при помощи наших вот этого агентов. И там, в Назране, это уже как становился как внутренний вопрос между Чеченской республикой, Ичкерия и Россией, и туда приехали депутаты. И вот эта вот вся вот так вот ситуация раскручивалась. То есть мы тогда вышли вот на такой уровень, на уровень того, что мы должны были тогда переговоры вести, а в итоге получилось за нашей спиной, это Москва со своими иезуитскими выходками, привлечением некоторых наших, так сказать, отщепенцев, которые себя вот так вот ведут, вот тогда вот это, сорвалось. Но в то же время наша работа была
очень значит, полезно в том смысле, что мы начали понимать, как все это работает, как надо это делать. Вот это как раз было связано и с тем, что вот я говорю про эту книгу, которую я сейчас вам показываю. Все. Мгм. Баркалай, Дейрейсваль. Эд, шалом, дорогой, приветствую тебя, брат. Всех, друзья, приветствуем. Вновь вошедших почти 500 человек смотрят. Если для вас это безопасно, ставьте лайки, друзья. И пишите комментарии, если для вас это безопасно. Аяд, как известно, вчера Зеленский заявил, что дает Александру Лукашенко 1 неделю на демонтаж военного оборудования, ретрансляторов, корректировщиков огня на вышках связи Гомельской и Могилевской областях, которые, по данным Украины, Россия использует для наведения дронов и ракет по украинской территории, особенно в Черниговской и Сумских областях. Если Лукашенко не сделает этого, Украина сделает это сама, заявил Зеленский. Также упоминалось поставки топлива белорусский НПЗ для российской армии. Это продолжение более ранних заявлений Зеленского еще в мае о превентивных ударах, он говорил, и так далее. Как вы считаете, Аят, эскалация уже вышла на новый уровень между Белоруссией и Украиной? И возможно ли боевое столкновение или удары со стороны Украины по территории Да, я Беларуси? слышал об этом, да, слышал вот это заявление. Я слышал заявление этого Лукашенко, который говорит, что с их стороны ничего не будет. Мы понимаем, что по нашим там 500 объектам уже они нацелились, и мы не сделаем ничего того, что на нашу территорию пришла война. Но дело в том, что Лукашенко, он же он зависимый человек, он не может самостоятельно что-то Да, говорить, абсолютно. потому что там выборы, он неправильно там захватил власть, сидит, то есть он самозванец, в принципе. Поэтому от него можно ожидать что угодно, но в то же время, спасая свою шкуру, он может и на это не пойти. А если те на него будут давить, может такое случиться. Все будет зависеть от той ситуации, которая сейчас сложится, вот напряжение между тем, что сейчас активно Украина бьет по им, по всем их значит, нефтяным и нефтеперерабатывающим заводам. И, естественно, здесь ситуация может развернуться такой, что понадобится, чтобы Лукашенко вот ударил. Ударил в каком смысле? Что ударил, что он там сидит, готовится. Да. Зеленский прав, если там есть база для того, что ударить, значит, это, если ружье висит на стене, как говорится в фильме, то она должна выстрелить, и здесь это. Он прав и говорит им, уберись оттуда. Если он это уберется, то здесь вот у них, он да, здесь как бы делает столкновение интересов, скажем, Лукашенко и Путина. Он сталкивает здесь, я так думаю. Посмотрим, неделя она может быстро пройти, посмотрим, что будет. Мгм. Главное, как потом с Красной площадью не получилось. Зеленский Да. аккуратно воткнул заднюю, так сказать. Да? Как будто и не воткнул ее. Ну, Аят, посмотрим. давно я наблюдаю, это мое мнение личное, и Аят, я давно наблюдаю за ситуацией, где украинских националистов, украинских патриотов хотят представить крайними. Их вот это не начиная с прошлого года, когда 25 августа 2025 года Алексей Титов, высокопоставленный офицер ФСБ, нес бомбу при установке бомбы в детском центральном магазине города Москвы, самоподорвался. Это было на День независимости Украины. И украинцев, и тогда через буквально неделю был убит Андрей Порубий, один из главных связующих украинских националистов с политикой, с улицей. Вот такой был очень нужный, очень важный человек для Украины и для Да-да. всех нас, скорее всего. И вот, сейчас наблюдается такая интересная перепалка. Я говорю только свое мнение, как независимый правозащитник и как блогер. Есть такой Кирилл Буданов, который долгое время возглавлял ГУР, Главное
Главного управления разведки Украины. Раньше к этому ГУРу относился 140-й центр специальных сил, специальных операций. Это элитная, засекреченная такая у них организация, такая группа, и раньше относилась к ним. И новый президент Польши, король, сейчас, одну секунду, Кароль Навроцкий отозвал у Зеленского орден Белого Орла, который был вручен Зеленскому в 2023 году. И причина указ Зеленского о присвоении вот этому самому 140-му специальному сил операции, там, спецгруппе этой ССО, ВСУ, почетного наименования имени героев УПА. И после этого, как обычно, Буданов Кирилл начал себя пиарить, и тоже какой-то ему дали медаль, он ее вернул полякам. И, короче говоря, идет такая атака, высосанная из пальца проблема, и идет атака на украинских националистов. Что вы по этому поводу думаете, Аят? Ну, что я думаю? Здесь понятно, что здесь идет какая-то вот подковерная борьба, которые хотят столкнуть Украину, интересы Украины и интересы Польши. Это, наверное, связано с тем, что хотят Европейский Союз включить, то, чтобы Европейский Союз Украина вошла, а Польша там в какой-то степени там опасается по тем или иным экономическим своим вопросам, которые могут оказаться, значит, так, что Украина может заполнить, скажем, тот рынок. Но это один момент. Но может быть и другие какие-то вопросы с этим связаны. И вот отзывать этот орден, все это говорить, это показательная такая вот ситуация, которая, с моей точки зрения, не следовало делать, потому что более важно это безопасность и Украины, безопасность и Польши, и других. С моей точки зрения, вот так. А что они там подразумевают под этим, почему они так это вот остро вот так выставляют, этот вопрос, это может быть, за этим может стоять, конечно, обязательно, мы всегда говорим, рука Москвы. Но рука Москвы так или иначе там стоит, потому что вопрос о том, что вот этот момент по продаже зерна или других кукурузы, или другие, которые вот совершает Украина через Черное море, там, помнишь, их корабли топить пытались, русские бомбили их, так? А теперь это может быть напрямую пойти, если они войдут в Европейский Союз, то они напрямую могут там где-то вот этот экономический вот этот рынок захватить. Может, в этом вопрос. Но я думаю, что в первую очередь здесь можно было бы договориться, а дальше уже не поддаваться этому. Кто его знает. Потому что нам тоже такие устраивали в ходе вот этой чрезвычайной ситуации у нас. Нас постравили или с дагестанцами, или с ингушами, или еще с кем-нибудь там. То есть вот это всегда, эта работа, за этим всегда крылась вот эта российская разведка, которая вот это все совершала. Даже сейчас на Западе вот находятся разные деятели, которые из себя лепят, как будто бы они болельщики, переживают за чеченский народ. И вот я тебе рассказывал, вот я недавно нашел записи некоторых людей, которые, ну, невероятную ложь, вообще без совести льют. Вот как это бывает, вот был рассказ, я тебе это говорил, они берут правду и ложь, правду убирают совсем, а ложь делают на две части, якобы эта ложь и правой, и левой становится, значит, как будто противостоянием. Но в любом случае это ложь. Вот такую ложь льют и наши даже вот чеченцы, которые вот рассказывают то, иное там. Все вот, и все в пользу Кремля. Я вот это нашел, и сейчас думаю, надо вот эту статью подготовить, ответить там.
Думаю, на днях я это сделаю. Мгм. Я вот, помните, в прошлом стриме вам говорил, вы как чеченский патриот, чеченский представитель, высокопоставленный представитель нашей власти, ощущали ли на себя, вот, на патриотов, на наших чеченских националистов, на пассионариев, вот такую атаку именно избирательную, что вот не нужны эти патриоты, чтобы их каким-то образом их превратить в исламских радикалов, их превратить там, я не знаю, купить их просто, убить, запугать, просто обмануть и сыграть на каких-то там внутренних семейных даже чувствах. Вот таким вот образом Россия действует. И сейчас вот я вижу, что она действует таким же образом, действует против Украины, против украинского вот этого ядра, настоящего ядра, который сейчас спасает, защищает Украину. Но когда выступает глава администрации или офиса президента, который давно мной лично считается абсолютно античеченским деятелем, и президентом Польши, который, ну, никак не заподозришь в, в любви или симпатии к России. Но это очень как-то странно. Очень странно. Да, эти случаи есть. Здесь есть это в ходе даже вот этой войны, в ходе вот этой общей заинтересованного противостояния России, все равно находятся какие-то здесь дела. Вот я же говорю, вот наблюдая, мы здесь находимся на Западе, наши люди здесь около 300-400 тысяч человек в Европе, как говорят. Насколько точной информации нету, но примерно вот так. И мы должны были здесь объединиться, работать, а здесь вот появились вот эти самозванцы, которые называют себя властью, или другие, которые претендуют на это, или третьи говорят, что никакой власти нету. Они должны понимать, все, что они говорят и делают, люди, которые с ними находятся, они должны, обязаны понимать, что этим самым они, как говорится, в пользу Кремля воду льют на их мельницу. В пользу Кремля это все. Это нельзя делать. Поэтому мы должны разъяснить нашим людям, которые здесь на Западе есть, которые есть, скажем, и в других странах мира, и кто там у нас там на родине находится, объяснить им, что это такое. Вот мы это говорим. Ничто не мы должны не делать того, что в пользу этого Кремля, который столько наших людей убил, который столько, значит, раз нанес нам колоссальные, значит, ущербы, убил столько людей, и сейчас, и в прошлые времена. В 820 году от 2 миллионов человек, которых было 300, у нас осталось 120 тысяч человек только. 120 тысяч. Представляете, это сколько людей уничтожали наших тогда еще, в те годы. Сколько там они там что-то не творили. Они захватывали, убивали. В общем, все, что могли, они делали там. А мы будем здесь это забывать. Это нельзя забывать. И сейчас вот эта ситуация, имея вот эту возможность, информационную связь, интернет, телефоны, все это имея, мы должны друг другу в этом вопросе, значит, друг другу поддерживать. И те, кто против, допустим, нас, нашей линии, да, они, конечно, не будут за наших друзей, будь они в Европе или, скажем, в любой стране, в той Грузии, Армении, Азербайджане, Украине. Они будут снова, в том вопросе, их вопросе, они будут снова за Кремль. Мы же знаем, мы вот видим же от каждого, допустим, от Армении, там, значит, пресс-службы, те информации, там несколько людей на армянской национальности, другие там грузин, другие. То есть они служат этой империи. Поэтому мы должны понимать, что это такое. Наша задача разъяснить всем нашим людям, что это нельзя делать. Даже объяснить, доказать, положить на стол и действовать, говоря о том, что наше государство создано в рамках международного права, приводя доказательства, обоснования. И вот эту работу нам не позволяют вот эти все разные люди, которые здесь находят себя, значит, и себя изображают деятели какие-то. Да никакие вы не деятели, что вы несете вообще, что вы несете?
какие полномочия вам дали? Как вы можете говорить, что нет нашего государства? Как вы можете говорить, а когда вы говорили, что нет нашего государства, что оно прошло в историю, ее больше нет, или не надо было их признавать, или здесь, как никогда говорили, вот эти выступали, говорили, нафиг нам нужна эта независимость, или другие, вот эти все вот эти дела, они как на ладони вот так лежат и видны. И теперь вы из себя еще пытаетесь других ли обмануть и собрать какие-то там себе очки, что-то делать. Мы говорим, они не имеют, вы не имеете никаких полномочий. Вам сказано, нашим народам сказано, что есть у нас основа. Это референдум 90-го года, 25 ноября. Потом наша Конституция. Потом эти 4-5 агрессий, которые мы боролись и побеждали эту российскую армию, когда весь мир они развернули против нас, чтобы сказать, что мы террористы и бандиты. Мы должны это опровергнуть. Вот как и сам мне задал вопрос, да, когда-то, когда наши люди были в Сибири, тогда еще в Сибири, и тогда они собирались на каких-то мероприятиях, похоронах, и между собой говорили, мне рассказывал отец это все, и говорили между собой, вот если бы знал о том, что с нами сделал, допустим, Сталин, вот столько убил и выслал, то это не Германия, то есть не Англия, не Америка, ни другие страны не позволили бы Сталину это сделать. И где они сидели там, не зная об этом, и вот бы был туда хотя бы один человек, кого мы пошлем туда, чтобы им это сказать. Теперь мы находимся здесь, человек, ну скажем, 300 тысяч, 200 тысяч. Где мы? На что? К чему мы стремимся? Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы мы полностью были, значит, под пятой этой России, у этой имперской России. Или мы хотим полностью раствориться в каких-нибудь других народах и исчезнуть? Мы же должны не так думать. Мы должны соблюдать все те правила, которые на всех странах, где мы находимся, но в то же время мы должны понимать, что мы являемся продуктом войны, которую нам навязала незаконно эта Россия. Мы по всем правилам создали свое государство, а теперь мы здесь видим наши люди, которые не понимают, что происходит, здесь заявляют, вот то-то, 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 садятся и разные, не понимая вот этой всей ситуации, значит, цепляясь за какие-то там мелочи или перебивая, кстати, грубейшим образом, что не бывало в нашем народе никогда раньше. Вот такие вот ситуации, поэтому мы здесь должны это все понимать. Друзья, вы можете задавать вопросы здесь в TikTok. Вы также, почти 700 человек нас смотрят в YouTube. Я, правда, ограничил YouTube, что только 5 дней подписанные могут писать комментарии. Все остальные могут писать комментарии, чтобы там российские тролли нам не забивали нам чат, поэтому я ограничил. Но вы можете писать, задавать вопросы, и у нас есть еще минут 10, чтобы вы успели задать вопрос. Также вы можете в TikTok, например, поднять руку, и я могу вас пригласить. Но тема должна быть именно вот по теме нашего разговора, а не отвлеченная какая-нибудь тема. Баркалая, Дейресвуль. Ая, вот сейчас, как вы считаете, ситуация, которая разворачивается у нас на Кавказе, там очень сильно россияне переживают, что кадыровцы, так называемые кадыровцы, сперва они начинают своего агента Кадырова ругать, а потом плавно они переходят на весь народ, а Кадыров потом становится с ними в один ряд. Как было с его отцом, в принципе, также повторяется и сейчас. И сейчас некоторые оппозиционеры, так называемые оппозиционеры, переданные дар, не обмененные, когда 8/8 тогда не обменивали Красикова, там других, а подарили. И как очень метко было отмечено в тексте от президиума, были переданы эти товарищи в дар. И вот один из этих товарищей очень убивается над тем, что чеченцы не погибают, погибают дагестанцы, русские, буряты, а вот чеченцы не погибают. И что вы скажете по этому поводу? Что это за провокация?
со сторон. Ну, это обычная провокация, которую устраивают разного провокаторы. Тогда чеченцы не погибают. Чеченцы столько погибли, что уже от них почти ничего не остается. Я же говорю, 250 Мало им, тысяч им человек мало. мы погибли. Значит, надо еще больше, чтобы они погибли. Их туда тоже, вот сколько там их бросают, и то, что там, значит, мы знаем, что основная масса людей, которые туда отправляют, это не добровольцы, недовые, насильно туда посылают, но все равно они не имеют права туда ехать. Любым способом они должны этого не допустить. Если приехали, должны, Да. значит, соответственно, себя вести и там. Я так думаю, что здесь это мы не можем защищать врага, который нас убивал. Не можем. Мы можем врагом, когда... Обрыв был. Аят, зависает. Аят. Az erők konjunkcióla, онсто хэшвала. Так, у нас небольшие технические накладки. В принципе, у нас это часто бывает, вы уже привыкли. Наш канал постоянно подвергается DOS-атакам. И по нашему каналу еще раз и еще раз напоминаю, вы можете отслеживать те каналы, которые на территории России не запрещены. И понимать, реальные враги они или симулякры это. Вот наш канал, и даже не столько, что они террористам обвиняют, там какие-то уголовные дела могут делать. Это они могут делать для того, чтобы здесь на Западе представить. Террористам даже объявить, экстремистам объявить, иноагентам объявить. Это они могут. Но если ваш канал, информационный ресурс, о чем вы говорите, а мы на этом канале говорим только правду, и он гасится по всем фронтам, полностью запрещен на территории России, всячески постоянно вот идет прямой эфир в горизонтальном, в вертикальном плане, с телефона мы прорываемся через шорты и можем, там, в России можно увидеть нас. Но после того, как стрим заканчивается, канал найти невозможно. И как мне писал один тут парень, не знаю, насколько это соответствует действительности или нет, это даже в поисковике после просмотра и в истории просмотра наш канал найти невозможно. Вот такая вот против нас ведется работа. И это говорит о том, что мы реально являемся теми, кем себя позиционируем, а не симулякрами, которых просто пруди просто в этом интернете. Но проблемы с интернетом, Аят не уходит. Я тогда закончу наш сегодняшний стрим. Мы почти час уже в эфире. И сейчас еще буквально минутку я подожду. Аяда, может, он зайдет. И потом можно будет уже заканчивать наш сегодняшний стрим. Вот такие вот дела. Друзья, завтра я уезжаю, меня не будет. Наверное, неделю меня не будет. Потом обязательно выйду в эфир. Постараюсь выйти в эфир. Так что не поминайте лихом. Всего самого хорошего, как говорится. Все будет Ичкерия и слава Украине. Адикюэль Маш, всего хорошего, друзья. До свидания.